В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Контроль результатов. В регионе успешно развивается система межведомственного электронного взаимодействия. Рамзан Кадыров провел совещание, как функционирует система электронного межведомственного взаимодействия, а также в каком состоянии объекты культурного наследия. Смотрите в нашем эфире. Сила исламской уммы. Мы продолжаем беспрецедентную акцию, которую организовал глава республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Отправлена очередная партия гуманитарной помощи в Сирию весом 62 тонны вещей. Волонтеры работают даже глубокой ночью. Возрождая традиции. Квест проходит на чеченском языке. Тема – это культура и обычаи народа. В селении Стражников в Хое состоялась необычная квест-игра. Кто первым смог отыскать зашифрованные места и стать победителем? В Чеченской Республике реализуется 4 проекта в целях исполнения национальной программы «Цифровая экономика России». Об этом доложил министр транспорта и связи Рамзан Черхигов на совещании в правительстве под председательством Рамзана Кадырова. Говорили помимо функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении услуг, также про реставрационные работы объектов культурного наследия, сохранение традиций и обычаев. Репортаж Адама Магомедова. На повестке совещания 2 темы. Это функционирование системы межведомственного электронного взаимодействия региона при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также осуществление мер по установлению границ и соблюдению правового режима земель на объектах культурного наследия. Рамзан Кадыров отметил важность этих направлений. В регионе успешно развивается система межведомственного электронного взаимодействия. Наша республика занимает 15 место в стране по количеству запросов в этой системе. Дальнейшее развитие системы межведомственного электронного взаимодействия повысит качество предоставления госуслуг, уменьшит время на поиск и обработку информации в электронной форме. Также мы уделяем большое внимание сохранению объектов культурного наследия. Поэтому необходимо определить зону охраны объектов культурного наследия, чтобы обеспечить их государственную охрану и уберечь от разрушения. Министр транспорта и связи региона совместно с госпредприятием Центр информационных технологий является оператором и сопровождает 5 информационных систем с общим количеством автоматизированных рабочих мест в более чем 2000. В прошлом году были проведены мероприятия по подключению к платформе обратной связи. Это 465 дошкольных образовательных учреждений и 57 медицинских. Чеченская Республика одна из первых завершила мероприятие по внедрению вида сведений, предоставляемых в режиме онлайн, докладывает руководитель ведомства Рамзан Черхигов. Министерство транспорта и связи Чеченской Республики наделено дополнительными полномочиями и функциями в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифрового развития Чеченской Республики. Также на министерство возложено дополнительные полномочия по государственному управлению и координации деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифрового развития Чеченской Республики. На сегодняшний день министерство совместно с государственным унитарным предприятием Центр информационных технологий является оператором и сопровождает 5 государственных инновационных систем общим количеством автоматизированных рабочих мест 2152. Также министерством в целях исполнения национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется 4 региональных проекта. В рамках регионального проекта «Инновационная инфраструктура» Рамзан Маш 2019 год, 2021 год качался 628 социально значимых объектов подключить. Новой КИШРА заняли 1 место. Из них образовательные организации 70, организации местного самоуправления 162, органы государственной власти 2, фельдшерско-акушерские пункты 152,
объекты Росгвардии 24, МЧС 21 и учреждения культуры 197. Хочется отметить, что благодаря вашей всесторонней поддержке Чеченская Республика первым среди субъектов Российской Федерации завершила работу по подключению высокоскоростному интернету социально значимых объектов, за что была отмечена благодарственным письмом президента Российской Федерации. Рамзан Черхигов отметил, что в работе по внедрению новых программных обеспечений имеется нехватка кадров. Глава региона поручил решить этот вопрос в срочном порядке. Проблем здравоохранения на красной зоне уже первый месяц башки обогнать не даст, групп создать не даст, карабина не даст, на услуг, что предоставлять еще даст, а наоборот Холмасана предлагать повыше обещание министерства ведомства, чтобы взаимодействовали. Да, ну, без белых морем, значит, он мага нефтяной институт, академии Ватикана, Рамзан Кадыров подчеркнул важность сохранения культурного наследия Чеченской Республики и отметил, что нужно наверстать упущенное и усилить работу. Культурное наследие, еще даст, сохранить еще. Войн дон даквесан летнаю, долце дешхлаю, тан дон, войн маха архора дон, ши бау, ши истории, تعمل ليلشو из восстанавливать يشو شاي восстанавливать يش خلرت وقي بيش عمل عجي كمان دا بيش دوخ بيش بودون دخان دون إيسار يك نتيجة دون حلبان دون حال دون نشخايو تعمل هو دون أهبل كليرزون هو دون دون تيجا نبيج سبيج توريست بيولوجات بيش دون دا كستوديانش بيش دون دا Мелад бин туризм обучар, мы саду кутя белаш бина дон, ё дон восстанавливать еш дон, и объект дон, из тябол бина, вы маха аргошер дон, вы год чеченского языка ду, так вы дон граничич, вы ел объект из 100% хилиеш лердон, стямусу аур дон, белаш побьеш будон. Комитетом правительства региона по охране и использованию культурного наследия в рамках федеральной программы увековечивания памяти погибших при защите Отечества на 2019 по 2024 годы ведутся реставрационные работы на 17 памятниках Великой Отечественной войны. В этом году планируется отреставрировать еще 3, а также продолжается работа по восстановлению объектов средневековой архитектуры на территории Аргунского музея-заповедника. Но и это лишь малая часть того труда, который проведен комитетом. На 1 февраля 2023 года в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации зарегистрировано 680 объектов культурного наследия. Из них 29 объектов это федерального значения и 651 объект это регионального значения. Проводится работа по обновлению списка выявленных объектов культурного наследия. Перечень выявленных объектов культурного наследия расположен на территории Чеченской Республики, включено 840 объектов культурного наследия. Из них 461 памятник истории и культуры и 379 объектов это археологического наследия. Продолжается работа по включению 68 выявленных объектов в составе объектов культурного наследия федерального значения. Это комплекс сооружений городка мертвых Цойпиде, 15-го датирующий 18 века. На территории республики насчитывается 129 объектов религиозного значения, Рамзан Ахмадович, а еще внимание, Багандош, 97 зиярт, 29 мечетей, все они находятся в хорошем состоянии, если сравнить с другими регионами. Рамзан Ахмадович, ДРС, Хейлон, Таванато, мечет Адахчи, Савишаншки, حكمك داخل حطنا وسط تون دائما ياش внимание ее тон дائما кричу регион шаг хаш лучше положительная динамика ее готовит хашхала от себя и от лица всего комитета. Глава региона отметил, что необходимо сохранять традиции и обычаи Чеченской Республики, поскольку это имеет большую важность для сохранения культуры. Он поручил развивать внутренний туризм, знакомить жителей региона с важными историческими объектами и освещать это в медиапространстве. Милухуш, так бухбойш, так бухтир, мишерухуш, так юстиш, махбойш, камдойш, комдон, 12 лакшдойш, из хилакшин хава герчу,
واسع دونه وداخل دونه كزق محبوش دونه وين قوش الدنيا نشوا دونه فلوش بول دونه إيريش دونه خلمش دونه üç tane hadi çakış don dalar do yuar don dakki don homuştu hadoştu wait bol tam don selma seri don وين دين ديزري وين غلق ديزري وين دون وي ملشتو خ وي ملشتو خيش لردر دون وي دول ديل دون استيحوج اغلر دول ديل دون دنيا جاوين دول ملبيش بول بول دون اذا خوج دا خوج تاعت خوج انت يكشل لو شو قداس دون ايش اوت ديك نتشيت نيو شو مش ما ايش دون ايش تاع امريكا عامينات تاع عامينات روسي جابول جال امريكا بوقت بل عامينهم شو ايش داس دون تاع خبر دوز دون يرت الوستن بتيجي دون ليس بعوضون شاكل ما يزر مصو شمتي بلوش دون خز خليه شو مصو سجل سوات مصاتي دون فيدرالنا سنتر تيصير شيء برنامج تي مصو عبيشي دون ها إز دون تيا خاصة دون إز دعوات شام ير دون لاتش دون خيرتش خليز دون خيرتش سخرج دون ديك دات بوش داجا عمل سبدون شيء министерство دون разные нахуй das мнение что das ишти дон со вопрос вопрос да нет да сон ну сун حقيقة دون يخيرت اشتغل خيرت شو كان عيوري ايش ده сон ويدا دون ويناش خويدا جينا تيجا بيت نتوجي هي كوندر تعدو شمايات هين حواش دون دعوات دون دبر دون كير بوزي دون هاي دون حي دون صح كل ده дополнительной энергии это около того что мы حميتي واجي ده تندل دونه وهو رأي وش دونه حدا يقش دونه وهو دونه ديتم دو هو خدمتك شو دونه توريستيسكي مرشوش استعداد دونه وادمين دونه سدع دار دونه يهودو تسحق دونه قيتم دونه اراول دونه هاي دوزل سندو هاي محكح ارواله إز دون تك إز جم يتقدون نعم دون مو بعض حلا دون قلدتي دون تو بيرم دون غيلش نابر دون هنس تو قلدتي بيرش نابو غيلنا دون تكنجر دون هو يزوج كنتروان شاعر شغل داس دون شلون دون ويهبوش حولسي دون تعدم دون تعمشين كيك ديل دقوي داس دون أدم كيك دل أدم دونه سان نيس نقش قهير دون ويدون مسير ديكر دون دون يوت دون رأوني شو جينا حداك ديش دلاه داك يوت دون شو دخايت دوزيت بولخ بيت سناسي قهير جيت دون داك روشي حوشلت يتوش خليت داك هو وش تبغى تحسم دون بريدومتن دون نحال بيوش وعبيوش مثلا دون دخل لامش كبير دون شغالة إكسكورسي ده خزقيش خلاص زيوال جنا سؤال تلكي جنا سون هديك دنيا سين دلهم يجتون تودون كينو دون يردات دون سون تهان سند يو بيرو دون حاج كينو دون يا جاج دمستير دون دون أقول سو ياور فلبر فدرت بتاعنا لإيش فدرت عايزه كينو دون هنتين زيد يو سون بيرو حاج كينو دون da don Piero vоспоминания что don да вين أتكتر دونه وين هوردي نقالعدو وين объект وين دوتشتو министерство туризма дон яки мероприятия чизят и в последующем мерзду барцан хазгита дартига атига тат интересным придумать дичан те само аде дартига дон хазши и шашлыки дон вабор бар вей масала дон сатер дона мусо направление был нахуй дона царь дона вей мела внутренний туризм развивать и здесь дон истиадон масала вей как дис дон ويقهوي يشتغل شيء دون ويباح دون أكاوينيا ده ويتعد الدوزي تر دون إنسون دون حكاج دراز لمنش مسويت كلهم دويس دون كلهم عون ده هاي خوش تديت لا عون ده دون دي ساعات هذا دون عين دون شندل دون هورنا دون شاواش دون تو تيجي دوتر دو ده دون تو تيجي ناهم دعكا شو ده وين يوش دوك ده شندل دون طبعا وين دون разные еще вопрос дала, и вопрос то она необходимо туда снова так вы внимание идет да снова стядон ошадон взаимодействие с министерством транспорта и связи так
комитет целых наш взаимодействие ездон, так уезжегер, так худичухер дон, да мечаю объект что 307 дон, или объект дон, или 840 объект дон, объект штенгаю да дон. Ich mechaju goich tak no televizor cha goich no ich mela ama das no na han jo zuch no sie marshut mechaju hodo goich da goich matsikal da goich mos metalier mele la das no da ho nis ni olel no wish nis ni olel no do поэтому mela do что erdo чудо чемагады. Раскопки должны быть согласованными с представителями власти региона. За найденные ценные исторические объекты и вклад в сохранение и развитие культурного наследия субъекта будут поощрения. Согласовали совместно и МВД, муниципальное образование, раскопки, Хубайд будастон, so akakan don, so bal besh walai, arhol golali mil walai don, so don, det shit don, del don, radi interesse des men so dat don, daar don, so arbeiten don, paar schön hier, dat is so neidot don, za, 1200 karriär don, za, историческим карьявойцем don, hins wenn melch o is wenn noch form is wenn don, temlochen form is wenn noch so don, abli is wenn don, tak elementär edo duhar di adilla ci wen dukku don hum shies ko indas shmukhel za wen don sabah shi ba sha da madan don ya is don da yoli story da mi chelo hech don hens jambulat umaro don mosumeto chekko yakan don so dukku don sha wa metti don wen i na yudas don surich don duhar don is don we haya gerch do das don da ka we don Hilbol don, dat don, imami don, dat don, Hilbol commandeer eerboek dat don, rechtzeer don, Bayrak don, Nukuma don, Armenia do, Gruzia do, dat is de wetschade dat don, dat is ja don, mosu hour we don, Belas bestu, Ashash dolch urnia don, Dubayhum don, Hilbol elementar don, we muzeetje haya. Так Министерство культуры Центрального гейдона, Пуду Милду Хаджи Алдас, но истиадона, Гудле есть, Роушту есть, Саметтадона, Милхавичи зен гейт, Юхариу, он бачу доле, Оши бачу доле, Прибачу доле, Тран историю, 1500 лет, он Ёж Маую, Харах, даже элементарно, он сурт, он Али, он Атвадон, Сюрич Дона, около рекламе, что Сюрич Меттен, он примерно определенных хенах, Хоршту, Орду, Дастон, Ходя, он объект шут خلاص حر سير دون بيلغلو شو داستون خلال دون ويش ميلا نهان يوزي شي داستون زي انتريسات هذه ده هاوس بالو ده داستون استعداد يلا اشتح حايزنا دون بوابي بكل مسألة دون. Утверждение границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия является важным звеном в предотвращении их уничтожения в процессе хозяйственной деятельности на территории региона. Адам Магомедов, шейх Мансур Малатов, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Делегация Духовного управления мусульман Чеченской Республики, находящаяся по поручению Рамзана Кадырова в Сирии с гуманитарной миссией, встретилась с губернатором провинции Алеппо Хусейном Ахмадом Диаби. Обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям региона. Губернатор выразил благодарность за оказываемую поддержку Рамзану Кадырову, руководителю регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и жителям региона. Отдельно Диаби отметил, что на протяжении многих лет республика поддерживает гуманитарными акциями народ Сирии. Единство уммы – один из постулатов ислама, а свою неразделимость, несмотря на тысячи километров расстояния, чеченцы показали после землетрясений в Сирии и Турции. Случившуюся трагедию восприняли как свою личную. С первых дней начали сбор теплой одежды тем, кто остался на холодных февральских улицах. Очередные 62 тонны гуманитарной помощи народу Сирии уже отправили благодаря региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Репортаж Турпала Али Тайсумова.
Новая партия гуманитарной помощи для пострадавших в Сирийской Арабской Республике собрана очень быстро. В течение одной ночи волонтеры поместили в 2 спецпорта Ил-76 62 тонны вещей. В их числе разнообразие теплой одежды, а также детское питание, генераторы, фонарики, одеяла и подушки. Одним словом, все самое необходимое. Контроль за процессом осуществлял помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и другие официальные лица. Ценный груз предоставлен фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова при участии организации «Хайра». Сегодня мы продолжаем беспрецедентную акцию, которую организовал глава республики Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Чеченская республика с первых дней беды оказывает помощь Сирии и Турции. В оба государства уже отправлено порядка 160 тонн гуманитарного груза. Под утро оба транспортника были полностью укомплектованы, и несмотря на резкий выпад осадков, планы и график остаются неизменными. Загруженные самолеты МЧС России в скором времени прибудут в город Латакия, где пострадавшие оперативно получат все самое необходимое. Природная аномалия может застать неожиданно, и только дружеской помощью ей можно противостоять. Турпа Лолита Айсумов, шейх Мансур Умаватов и Магомед Тошухаджиев. Вести. Чеченская республика. 27 тонн продовольствия от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова было доставлено в Запорожскую область для военнослужащих, участвующих в СВО. Бойцам привезли мясо, колбасы, сахар и другие продукты питания. Их получили 4 батальона Министерства обороны – Запад, Юг, Восток и Север. Подобные акции фонд проводит с начала спецоперации на Украине. Такая поддержка от руководства субъекта значительно поднимает боевой дух военнослужащих и их стремление к победе. الله دل رئیس على دستم پشکم صحابیت سمز دعوی جنوات و هورنگی خوشتو каждый комбат эти связи уже лично делонту абеш месту до дат хидизи южтек любой шейк бус даши делонту хаал бохту берши боевой дух законный yok валла yok. Возможность строительства геотермальных электростанций обсудили на встрече министра промышленности и энергетики Адама Хакимова с представителями российской государственной нефтяной компании «Зарубежнефть». Совещание прошло в стенах ведомства, а главными темами стало обсуждение территорий, на которых будет проводиться работа и их пригодность к использованию. Сам проект нацелен на выработку электрической энергии из горячих подземных источников. Сотрудничество может повысить энергетические мощности региона. У нас это действительно первый визит, до этого мы провели видеосовещание, мы поняли, что нам есть о чем поговорить, есть каким опытом обменяться. Мы сейчас посмотрим, в каком виде мы этот опыт будем дальше развивать. Но, конечно, хотелось бы весь опыт, который в Чеченской Республике по геотермальной энергетике функционирует, его перенять и максимально полезно использовать для наших проектов, и, может быть, даже и для Чеченской Республики. Также делегация посетила геотермальную скважину, ознакомились с его функционированием и побывали на карбоновом полигоне Грозненского нефтяного технического университета. Продолжаем выпуск. В высокогорном селении Стражников состоялась квест-игра «Хой. История, замерзшая в камнях». Для прохождения необходимо было пройти 9 уровней, отыскать зашифрованные места и выполнить задания. Все вопросы на тему чеченской истории, география, традиции и обычаи. Кто стал победителем, выполнив все задания первым, расскажет Мадина Кураева. Здесь каждый камень хранит в себе историю предков. Территория комплекса моментально уносит в прошлое, 17 век. Хой – густонаселенное село. Проживало здесь около 2000 человек, которые активно занимались домашним хозяйством, соблюдали традиции и обычаи. Поэтому эта местность прекрасно подошла для проведения необычного квеста от Министерства Чеченской Республики по туризму. До старта организаторы объяснили правила игры. Всего участие принимают и 10 команд по 2 человека. Квест проходит на чеченском языке. Тема – это культура и обычаи народа. Задача участников – ответить на вопросы, которые ведут их к финишу. Каждая команда должна пройти 9 точек. На каждой локации стоят волонтеры, которые отдают слиток с вопросом на следующую точку. Но перед этим участникам нужно сказать ответ загадки. Здесь же есть и подсказки. Это различные предметы. Особую заряженную атмосферу создают погодные условия. Подходящие участники довольно умные. Они легко отгадывают загадки. Единственная проблема – это то, что тут холодно.
В остальном все в порядке, все хорошо. Всего 3 призовых места. Та команда, которая отгадает все загадки и дойдет до финиша первой, сможет отдохнуть в 5-звездочном отеле Стамбула. Поэтому упорная борьба идет на каждом участке. Мы прошли 2 точки, сейчас на 3-й точке у нас небольшая загвоздка, не понимаем, к какой локации подойти, чтобы спросить про подсказку. На самом деле сложно лишь из-за погодных условий, слишком похолодало, а так увлекательно на самом деле. Не знаю, что еще больше сказать, нам уже надо идти. Благодаря квесту участники смогли лучше узнать историю чеченского народа. Вопросы были подготовлены основательно, затрагивая быт наших предков. И вот спустя час, преодолев все трудности и локации, до финиша дошла команда Шамхана Дуриева. Труднее всего было в непогоду бегать здесь вверх-вниз. На эту же башню, например, мы дважды залезали, не знали, что там надо делать. Но, оказывается, надо было найти платок девушки, спрятанный там. Вообще, думаю, что такие мероприятия надо бы проводить почаще. Во-первых, это ознакомление и с природным, и культурным богатством нашей республики, нашего народа. То есть такие места, чтобы посещали. Ну и во-вторых, у нас же сейчас идет год чеченского языка, и проводить мероприятия именно на чеченском языке. Игра закончилась на позитивной ноте. Все участники получили заряд эмоций и максимум впечатления. А победители – ценные подарки от организаторов. Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Мероприятие, посвященное газете «Даймох», прошло в Чеченском государственном педагогическом университете. Печатное издание в своем роде уникальное и единственное, выпускающее информацию в тираж исключительно на чеченском языке. В этом году оно отмечает масштабные события, столетний юбилей. В рамках празднования в нем приняли участие представители Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации, сотрудники «Даймохка», а также студенты, которые в будущем планируют преподавать чеченский язык и литературу. Все присутствующие сошлись на важности популяризации чеченского языка и уверенности, что посвященный ему год пройдет плодотворно. Завершилось мероприятие оформлением подписки на газету учащимися. دخول كونش وشقيتير وشقيتر وين طبعا دزق دوينا ورم دقق قيت شقدو وخورا مو اوي مقداس ما الله شيء زي اي قول شقيلو تعاشر شق ده شو تعرق ام نوديخ مس وشق وي نوتشي مت شق دو شق مس و يدو شو شير ده اور ارجو نوتشي مت يوش دور دو ال ويتيشنا دو تون خطوا وي مسر اش كيرت بيلغل مدقر وي ايد لوشير دلوش دك مسوم وي قوما موت تبايت ديان دقيت وي موشخت حدل دو قطع درج وي كرا دو كيرت وي لامو. В Урус-Мартановском муниципалитете энергоснабжающая компания «Чеченэнерго» усилила работу с должниками. Сформированные рейдовые группы, которые проводят адресные обходы потребителям, которые отказываются выполнять свои обязанности по оплате за свет, прекращают его подачу в домовладение. Все подробности в репортаже Адама Сулейманова. Задолженность потребителей за различные коммунальные услуги является огромной проблемой для экономики республики и государства в целом. Постепенно накапливающийся долг граждан сильно сказывается на бюджете, но речь идет не о тех, кто платить не в состоянии, а о тех, кто платить не хочет. В связи с этим данная задача решается соответствующим образом. В настоящее время мы проводим рейдовые мероприятия с целью снижения дебиторской задолженности. Мы вынуждены проводить претензионные исковую работу, проводим мероприятия по ограничению электроэнергии потребителям. Это связано с тем, что мы должны закрыть долги на оптовом рынке. Одной из локаций проведения рейдов в отношении потребителей, нарушивших обязательства по оплате электрической энергии, стал Урус-Мартановский район. В реестр на ограничение потребления электроэнергии были включены жители с задолженностью за 2 или более расчетных периода, то есть 2 или более месяца неоплаты. ناغا شيء своевременно دونا أبلاش سير دو أكيد عادي قرش قول يا إيش قول دلش دونا تسان شيءنا إيش عدل دون خلق خلوش دون تاخ زرس دلت سلوش
и крайней мере, что он ограничение, что есть свой доллар, садол, блокирует, ведь что он когда церга, я начислений целоцен. В первую очередь хозяев жилища информируют об отключении. Если же в течение 30 дней для населения и 10 дней для юридических лиц потребителями оплата произведена не была, принимаются радикальные меры в соответствии с законодательством. Адресная работа с неплательщиками проводится на постоянной основе. Чтобы избежать визита представителей энергокомпаний, необходимо своевременно оплачивать платежи. Долг в первую очередь является проблемой и для самого хозяина. Чтобы в ближайшем будущем избежать этого, предприняты все страховочные меры. Дополнительно у них имеется возможность оплатить через наши мобильное приложение, онлайн-услуги имеется в виду. Он имеет возможность анализировать и контролировать и оплаты свои, задолженность, все начисления. Поэтому эти удобства нами созданы, несмотря на банковские или стационарные кассы. Реестр должников, управляемый Россети Северный Кавказ АО «Чеченэнерго», формирует ежемесячно. По итогам прошедшего года специалистами энергокомпании направлено более 25 тысяч претензий жителям по образовавшейся задолженности, а для совершения оплаты в республике функционирует порядка сотни касс и онлайн-платформ. Адам Сулейманов, Ризван Насипов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Меховые изделия – важнейшая деталь гардероба современной женщины. Она служит одновременно предметом роскоши, символом успеха и подчеркивает статус владельца. Бренд «Вятские меха Белка» прекрасно зарекомендовал себя. Это крупнейшая отечественная компания по продаже изделий из меха. А в гродненском ее бутике можно найти все, что душе угодно, с учетом модных тенденций. Вдобавок ко всему приближающемуся празднику 8 марта начались грандиозные скидки. Репортаж Медины Мударовой. Роскошный мех способен согревать даже в самые сильные морозы. Мечта любой женщины. Чтобы выбрать изысканную шубу абсолютно любой модели, вы можете прийти в магазин «Вятские меха Белка». Он находится на рынке региона уже около 10 лет. За эти годы магазин заслужил доверие своих клиентов. Здесь вы можете выбрать самый стильный образ, мировые модные тенденции, воплощенные в жизнь. А приобретенные вещи будут долго радовать своих обладательниц. Огромный выбор меховых изделий. Смотря на весь ассортимент, разбегаются глаза, ведь хочется все и сразу. Классические шубы, современные модели из скандинавской норки, есть и с отделками из соболя, куницы, рыси. Также представлены шубы-трансформера и эко-шубы. К тому же для покупателей хорошие новости. В преддверии праздника 8 марта в магазине начались грандиозные скидки. В нашем магазине «Белка Вятские меха» сейчас действуют скидки до 50% на шубы, жилеты, норковые, песцовые жилеты. Причем действуют они в рассрочку до 3 лет без первого взноса и переплаты. Идет у нас со скидкой мега-трансформер. Тут отстегивается длина, рукав 3/4 и капюшон, также воротник. Эта шуба у нас идет со скидкой 50%. Стоила она 170-500. Сейчас со скидкой стоит 84 тысячи. Цвет графит. Весна уже не за горами, поэтому магазин позаботился и об этом. Новая весенняя коллекция уже ждет своих покупателей. Весенние пальто любых фасонов, размеров и цветов, от нейтральных до самых ярких. Купила себе вот эту шубу на данный момент и взяла еще в придачу пальто, так как у нас же скоро весна. А с учетом того, что сейчас большие скидки, лучше брать сейчас. Поэтому я очень довольна обслуживанием. Плюс для тех, кто хочет купить несколько вещей, тут есть рассрочка. И из-за этого удобные условия, шикарный мех, хорошее обслуживание. Я довольна лично этим магазином. Натуральный мех приковывает взгляд абсолютно всех покупателей. Срок акции ограничен, спешите. Напоминаем, магазин «Вятские меха» находится по адресу Республиканский торговый центр «Беркат», улица Назарбаева, 98, 62 блок, здание «Кафетуна», последний вход. Не упустите возможность приобрести изделия по самым низким ценам. Медина Мударова, Хусейн Муртаханов, Сайдымин Дудмирзаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события, и еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.